Республиканский стадион закрывается на реконструкцию. Арендаторов помещений вежливо попросили на выход. Судьба секций гимнастики, волейбола и легкой атлетики решена в пользу юных спортсменов. 500 воспитанников будут заниматься в других спортивных залах города. Само футбольное поле уже частично разобрано. Искусственный газон скрутят в рулоны, инвентарь сдадут на хранение. Новым проектом, я так понимаю, что запланировано это новое покрытие, как здесь, так и на запасном поле. В связи с этим данное футбольное поле демонтируется. Сейчас уже остались там небольшие участки, да, и передается по частям, как в районы республики муниципальным образованием, так и непосредственно по школам Сыктывкара. Предполагается, что работы по реконструкции центрального стадиона начнутся уже в ноябре, а в следующем декабре закончатся. Главная спортивная арена станет соответствовать всем международным стандартам. И после нескольких пробных турниров в 2021 году примет чемпионат мира. Напомню, что чемпионат пройдет в год празднования столетия республики. И к нам будет предъявлено самое высокое внимание, как российского, так и международного сообщества. Мы, безусловно, должны приложить все усилия, чтобы провести это мероприятие, эти соревнования на самом достойном уровне. Подготовка к мировому форуму на постоянном контроле в правительстве Коми. Свои доклады представили профильные министры. Остановились и на рабочих моментах, в каких гостиницах жить, где питаться и как добираться судьям и участникам команд. На мой взгляд, никаких опасений по поводу сроков по подготовке и проведению не существует. Я думаю, что чемпионат будет проведен на самом высоком организационном уровне. Все вопросы сегодня были детально обсуждены. Была утверждена дорожная карта, так называемый план подготовки, и определены основные кураторы по каждому направлению подготовки к данному мероприятию. В Федерации хоккея с мячом России отметили, что предстоящий чемпионат мира в Сыктывкаре станет знаковым событием, мощным толчком для развития этого вида спорта. Посмотрев на игры лучших сборных команд мира, многие ребята встанут на коньки, а база для занятий к тому времени уже будет. У нас перед глазами недавний пример универсиады в Красноярске. То есть эти объекты спорта, на котором проводились эти соревнования, сейчас переданы в управление спортивной школе и клубу. Естественно, это дает очень большой приток занятиям юных спортсменов. Мы надеемся, что здесь это будет также реализовано, потому что терять наш исконно русский вид спорта, конечно, мы не хотим. Мы пытаемся, прикладываем все усилия для того, чтобы его сохранить, в том числе и в вашей республике. В марте 2021 года в столицу Коми приедет элита мирового хоккея с мячом. Сборные России, Швеции, Финляндии и Норвегии. Вполне вероятно, что эти же команды обкатают сыктывкарский лед еще раньше, в январе, на товарищеском турнире 4 наций. Международная федерация хоккея с мячом заявку Сыктывкара уже одобрила. Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.